Итак, глядите, вот этот костел, и мы просто поворачиваем крыху, голову и ноги, бачим пар, який валит оттуль. Можно подумать, что там какие-нибудь садуновские бани. Ось. А что там написано? Энифит Арена, да? Это называется, сябры, City Wave Vilnius. City Wave Vilnius. Это спортивный центр. Давайте я вам покажу зараз вот, что так с улицы. А что же это за City Wave Vilnius? Чем же там занимаются? Городская волна вильнюсовская. Ну, папуся, барабанная дробь. Сябры, глядите, глядите. Это серфинг-центр, поглядите. Это тут, где создается гэтая волна, хваля, для серфингистов. Вот это как там называется, на стеночке, поглядите, что там. Вот. О, переносит палку. Ага, а что это значит? Не знаю. Глядите, что-то они переносят. А что это за палку они переносят? Ну, они там палку поперек эту клали, и люди за ее тримались. То есть, видать, какие-то новички занимались, но им палка. Зараз будут профессионалы. Вот, глядите, как течет эта вода. Вот по черзе, вот, кто будет отсюда человек, но он упал с этой зоиди, так они по черзе будут. Ага, по черзе. Вот, глядите, вот формируется, вытекая хваля. А ось яны. Ось яны. Ну, кто так зараз? Ну, вот давайте. Человека, видишь, инструктует, как ему инструктует, как ему стоять. Это где кто? Вон вот там, вон там, офис, да? Так. Некоторые, ты бачишь, со своими дошками приходили? Они все приходят со своими. Они все со своими альбомами. Ну, тут можно так само. Я не думаю, что тут это. До речі, это центр. Вот, бачишь, он соскочил. Опа. Все, и тут же долго не утримався. Ну, это новичок. Значить, ён працює з понеділка по п'ятницю з 9:30, з 8:30 до 23 годинов, а суботу і неділю з 9:30, да, а на будні з 8:30 і до 22 годинов. Сьогодні, наприклад, у нас субота. 8 лютого. Вот девчина, якась уже, вот мы ее бачим. Ага, вот она стоит, да. но ее сносит. Вот так у них мало, слишком расстояние. Ну так, конечно, но они только учатся. Так а тут не научишься, ты сразу просто падаешь, да и все. А смысл? Сенс. Ну. Научиться тримать баланс, не падать. Так баланс. Вот инструктор ее ставит, да. Опа, все. Она тут же шмякнулась. Это першоход был явно. Ну. Перший раз стало бедно. А нам цікаво, мы хотим зайти внутрь. Там есть кафе, до речі, ресторация вроде, да? Да, ну не ресторация, но может кафе. Можно посидеть, релакснуться, там что есть конференц-зал. Нет, там можно нырнуть, и ты вот отсюда вынырнешь. И выныриваешь коля костела святого Стефана прямо внутри. Так? Вот, а вон там выстроились на тым березе. А это все инструкторы с гэтага боку. А вот тоже здымая. Вон здымая на это. На фотик. Вот, глядите, становится. Давайте поглядим. А вот тут машет ручками, а мы ему помашем. Да, вот так хорошо разминается, вот так молодечно. Вот стоит, глядите. Конечно, коли ее трымают, яе, или он, или он. О, глядите, вот. Спробуя. О, гляньте. О, девчонка уже ляснулась. А хлопець тримається. Оп, і туди волни. Ну, протримав ще хвилинку. И не утонул. Хвилинку. Выплыл. А там глубоко тени? Не так, я думаю, У конце что... вон по колено. Да, а тут как-то, чтобы можно А было... тут такая так вот. А вон черговый будет ставить, да? Да.
Ось, бачите, сябры, який ми вам сюрприз падрыхтавалі. Гэта таксама, гэты цэнтр называецца City Way Vilnius Enefit недавно пачаў Арена. працаваць. Ён быў адкрыты, пабудаваны толькі ў 2023 годзе. Я не ведаю месяц, але толькі пачатак 25-го, нават няма 2 гадоў. Гэта абсалютна сучасная рэч. И вельмі зроблены. Тут какой-то популярны. старый Да? будинок, какой-то домобудовничего предприятия. Ага, не обновились, Вот, какое-то вот, предприемство, вот, да? Какие старые, это что-то А, ну да, ось на крыльце, Ну, ось яны... И вот еще одна такая, Да, бачно, часть. что это какое-то былое предприемство. Ну, І то яны його расфасовали. аднавілі, бачыце, ось, зрабілі вот то саме вокны, вон пар ідзе, калі вам бачна. Ось. І вось, і глядзіце, это сучасны і адзін з таксама не вельмі відавочных і вядомых для звычайных турыстаў. Ну, опа, И он мяркуючи по кількості место для... машин, тут он користується попитом. тому що Да, люди тут приїжджають. шмат машинок стоит припаркованных, я бы сказала. Ну, вот они по черзе. Вот глядите, а те стоят у черзе, так? Вот, Так, вот да, эти. да. И потом подходят. Вот инструктор, давайте еще раз поназираем. Вот он его так ставить. У кожного От дошка, глядzi. дошка прив'язана до одной ноги. И вот глядите, парень мусить, ну, як мага, может, дольше как бы вот простоять на этой... Все, и все, его уже подхватило. Вот крыху продвинулся, да, и все, его подхопило, хваля, и туди уже, і в качель, туди, в качель його. Ось зараз інший, глядите, становиться. Цікаво, наскільки Тихо. вода тепла. Ну, теплая, конечно, шушим бедным. Еще и ледяную воду. Такой, да, двойной, альбо Зимовую. кипяток некий. О, это Во, стоит. глядите, этот стоит. Літоўцы, які будуць глядзець гэтае відэа, падзяліцесь ім. Можа, тут ваши знаёмыя. Таксама пакажыце суседзям, дзецям, сваякам. Я прям за их, как будто сама шмякнулась. Тут есть, может быть, и наши земляки. Потому что я, Белорусы? я стоял, Ну, выходила я как думаю, что тут группа в основном таких, литовцев. рускомовных. Ось. Но я все-таки звертаюся до громадян і жителів Литви, які, може, більш користаються все ж таки. І коли ласка, ось, кто там, вот, видите, как делает зарядку там, ось, практикование. Это так непросто, гляди. О, какое хорошее упражнение, доброе. Фотки пропонуем потім. Напевно, да, можна фотки заказувати, як ти постояв криху, да. Ось. Ну, давайте покуль спинімося і пройдемо. Ми хочемо пройти. Ну, так, я хочу спитати, скільки це коштує і вам дати інформацію. Значить, часи праці я вже назвала, з понедільника по п'ятницю з 8:30 до 23, а субота-неділя з 9:30 до 22. Сам инструктор стал? Ну-ка, дайте глянем. А, он сам стал? А он стоит как будто на полу. Даже не шелохнется. А, он девушку вдвоем. У двух, глядите. Так тут можно парное катание и парные танцы. Гляньте. Ой-ой-ой, как цікаво. Як цікаво. Так, тут можно и вальсик такой зробить, и танго. Такой воп-воп-воп. Ось він вучить її стоять разом. А тут шмякнув ще. О, давайте я вам показываю. А этот фотографує. Ой, как так пригожа. Меняй точку. Пригожа. Угу. Видишь, голодный, тебя его их сносят все время туда, а его задача Да. немножко так вот Да. колыхать дошку, и захочет это он на одном месте выдрививает. Шеф приказал менять Да. точку, я изменила. И глядите, это я говорю, это парное катание можно. Можно прям танцы устраивать. Глядите, як
За Ой, технику, за во, за артистизм, за технику. 5-4, 5-3, 5-9, 6-0. И руководить ею. Ага, ну это так, можно сказать, на халявку, так хорошо, так. Потому что сам быстренько туда шмякаешься. О, бачите? Долго. Это какая-то любимая уже девушка. Індивідуальніший підход. Напевно, это как его, заплатила, так? Додатково за індивідуальне. А вось, он от нее уже это вот. Да, он поехал в другой. Глядите, он ее бросил, поматросил и И бросил. поехал в другой. Сейчас ее... Шмяк! Она успела еще нос зажать. Девушка долго без их. А он так спокойненько подплыл туда и вышел на берег. Ось да. так. Так я тут бачив, коли... Сябры, мы вошли внутрь. А давайте поглядим, там что-то. Давайте посмотрим, там слева что-то. О, а что это? Туршер готовит. А, тут огромная заля. Глядите, бокалы, стаканы. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут целая ресторация. А тут вот есть вешалочки клоукрум. А тут есть барчик такой. Сейчас я пройду. О, прям мы вошли, музычка заиграла. Столики такие утульные со зничками. Глядите, можно посидеть и поглядеть. Мы сейчас, Олежка, возьмем что-нибудь и пойдем сядем, вам покажем. Ось они там плавают. Ось там уже прибыл кофе. Дякую вам. Дякую. Ось, глядите, мы взяли здесь кофе. Мы взяли, Олежка взял пироженка, а я взяла чипсики. Ой, американо. И глядите, где мы сидим, я вам зараз покажу. Вот, мы сели на столике. Вот, прямо вот, глядите, а вот, смотри, ас там. Опа, упал. Вот. Ас упал, да. Вот мы глядим, вот тут так утульно, там вот бар, вот, там есть прибиральня, там банкетный зал, и сегодня будут праздновать компания, которая производит воду минеральную. 100 лет этой компании. Название девушка забыла. Мужчины молодые, он так классно, иду сюда обратно, но все-таки на волну. Опа, о, спасибо. На волну его Спасибо большое. И он не спробовал, не утримался. Ага. До речи, я хочу сказать, что нам сказали, вот, глядите, давайте я вам немножко даже вот покажу. Можно даже входить, или как там? С той стороны. Я хотела просто показать, но не будем мы туда входить. Нам сказали, что можно... Там с той стороны отчинено, можешь сунуть нос. Да. Так не заходи. Ну давай, пройдем, покажу я, как можно сунуть нос. Сейчас я покажу. Как тут? Вот, глядите, вот дверь. Все-таки я войду. Вот, смотрите. Глядите. Вау. Во, бачите? Бачите я? Во, глядите, дівчина. Мастер-класс, это уже 3-й уровень, наверное. Я зараз вам все расповеду, коли кофе будем пить. Опа, а дошку унесло. Они, может, экзамен, испыт какой-то сдают. Вот та группа пошла уже на выход. А эта группочка стоит, читает. Ой, как доска там. Вот так. Так что, мы решили тут не сидеть. Тут такие стульчики утульные, глядите. Можно тут было бы сесть, но тут вельми влажно.
Бачите? Вот, вот, пошел, смотри. Смотрите. О, гляньте. Ось такая цікавость. Опа! Ну а дальше, конечно, все падают. А вот иншая девчинка. О, глядите, так это уже... Ух ты, это от бортика до бортика им надо. Вот, это мне сказала девчина. Это 3-й уровень. Все, потеряла. Упала. Папуся, ну як тобі подобається? Ну, девчонки приходят. Да, тут уже в купальничках. Купальничка. Зимой, волны. Вон такая загоревенькая. Это вот сейчас? Да. А я ж не... Готово. Лежит. Ага. Значит, сябры, я все доведалася. Вот. Мы вот кофейку пьем. Вот. Сейчас мы... А смотри, видишь, что происходит? Так, что? Ее доску отнесло. И вот она, вон. И что там? И он вытягивает доску. Ну, правильно. А как же, доску надо? Так она доску отнесло, и она не может вытащить. Угу. Итак, сябры, попиваючи кофеек, буду вам рассказывать, расповедать. Значит, здесь набираются группы по 10 человек, не больше, ну, меньше уже можно. И идет, значит, по 3 уровня, по 3 уровням сессии. Я наказываю так, session – это занятие, тренировка. Так вот, значит, первый уровень – это початковый, коли вы не можете. Зровень, а не уровень. Зровень, колени не могут еще так. И он тягнется 1,5 годины, 45 и 45. Первые 45 хвилин, это инструкция, да, 2 инструктора по обеим бокам, по обеим сторонам по-российски, по обоим бокам по-белорусски. Значит, и яны инструктуют 45 хвилин, вучат там, я не ведаю, что там, как доску вынесла. Ага. Вот, и, а вторые 45 хвилин, это на воде. І ось яны вучацца пачатковыя. І такая сесія для першага ўзроўня каштуе 60 еўра. Другі ўзровень таксама каштуе 60 еўра і цягнецца ўжо 1 гадзіну 50 хвілін. З гэтага часу 50 хвілінаў гадзіна на інструктаж, на всякие, наверное, разминки и так далее, і 50 хвілінаў на вадзе. Таксама инструктор вучыць іх и так далее. И третий уровень это таксама гадзіна 50 хвілін, але на воде уже гадзіна. Не, обманываю. Инструкции ввогуле няма, инструктажа, и яны уже на воде, але им треба уже, ну, как бы навучиться. Ну, як я сказала, больше, конечно, хлопцев сюда ходят, девчины, ну, боятся, але за, где-то, сказала, за 5-6 сессий, то бок занятков, и они как бы навучиваются. И цель, мета такая, как навучить вот человека от бортика к бортику на хвале, вот на дошце, туды-сюды. Не просто вот на месте стоять. Это как бы, это, наверное, уже зараз или другий уровень, или третий. Вот. Первые мы пришли были початковые, я так лечу. И они вогуле не могли триматься. А вот, бачите, вот, от бортика до бортика. Вот вам я и показала. То, что их мета навучиться робить. Это вот на хвале триматься, подпрыгивать. О,
і туди-сюди розворачуватися. Бачите? Покуль не шлюпнеться, я так думаю. От гляньте, хлопчик молодчина. Все, уже туди його занесло. Так что, папусик, смачная пироженка? Я так само захотелось. Чоклад. Ну, конечно. На коньках ты уже у нас накатался. Так что я дагэтуль не могу вылечиться. Папусик накатался, а я захворела. Где сенс, где логика? Вот это девчина? Да. Глядите, но она, конечно, трымается, все, и уже, значит, яна просто на воде постояла, але вот, глядите, хлопцы, як, вот мета такая, вот, вось як, ось это вот так, ось яно как, ось. І яшчэ, паважаныя сябры, я вам сказала дезинформацию. Я в интернете прочитала, что ў 23-м годзе адкрыўся гэты цэнтр. Чуеш мяне? А дзяўчына сказала, вы что? Может, они пачалі будаваць или что? Гэты цэнтр адкрыўся толькі ў лістападзе 24-го году. Она сказала, 3 месяца мы только працуем. 3 месяца. Это листопад, снежень и студень. Ну, а люты таки пачаўся. Вось, мы, говорит, пачалі працаваць вот эти сессии только 3 месяца тому, в листопаде 24 года. И тому гэта вот яшчэ набывае популярность. Я думаю, что просто яшчэ шмат людей не ведаюць гэта. А, яшчэ дзяўчына сказала, Олежка, чуешь? Что это один такой City Wave в Северной Европе. Не в скандинавских краинах, не в краинах Балтии. Она сказала, что есть у Нямеччине, може, у Берлине и у яким-то ще німецьким городе, може, есть. Ось, але навіть я не вірю, що у скандинавських країнах нема. Не може бути такого. Але ось у Вільнюсі ось це такий центр. Ви уявляєте собі, що ми вам, яке відкриття ми вам зробили і самі зробили. Це дякуючи Олежке. Олежка ночі гуляв. І ще давно, коли ти гуляв? По осені тоді? Да, былой осени. Ось былой осенью он сюда забрел и сказал, открыл такую церкву, такую все. А полночь праз вокны, и он побачив ось гэта. И я с того часу задумала уже давно, нам треба сходить и это все снять и показать вам, что мы сегодня и сделали. Я спочатку прочитал, что открылся такой центр. А, Я ты прикинул, прочитал? что центр тут может быть, да. Когда тут гулял, специально бачили вот эти червоные кубы, бачили, затекаюся. Пойдем костел покатать. А червоные кубы, это они и тогда были? Да. Что за кубы? Что за Потом бачу, это будет, я вспоминаю, вот, я считал про этот центр. Так это декоративно тогда специально? Ну, вот эти кубы, да? Ой, как здоровско. Ну, за City Wave. За City Wave Вильнюс. А вот девчинка. Опа, все. Ой, сейчас это будет. А бачите? А вось, глядите, он добра. Опа. А вось я звернула увагу, что подвое нельга. Ты зауважил? Як только тот... Эти, они больше продвинутые. Першие это я. Были. Да, ты початко, тут перший уровень был. Были, да. А гэты третий. Знаешь чему? И она сказала, на третьем они катаются от бортика до бортика. Ой, это третий уровень. Таких цікаво поглядеть. Но бачишь, И нема инструктора. они в одной группе, инструктор есть, потому что он сильно назирает. Они в одной группе, но уже бачите, что один, например, за этот час уже научился пользоваться бортика, а девчонка тяжелее, она его звичайно Ага. осторожно. А гляди, парень так и не хлопнулся туды, а он просто выпрыгнул на берег. Да? Да.
И он подъехал и выпрыгнул. А это кто? На дошку стать не могу. А, на дошку не может. А я только становится, и одразу туди дошку вибиває і туди сносить. О, встала. Ну давай, молодчина. От бортика до бортика, давай. А, молодчина. Давай. Я никак не может развернуться. Давай. Ну и хотя бы все. Зараз її вже знесет. І от, глядите, одразу наступний, у них черга. Становится в чергу. У них левая нога мает такую приступочку маленькую. Оп, смотри, это девчина? Да. О, молодчина, гляди. Правая нога на ровность. Это та, которая загорелая, ты кажешь? О, так и она, конечно, загорела. Она здесь и была на этом серфинге. Опа, о, шмякнулась. Она научилась уже и загорела там. Я зауважила, что по двое не... О, смотри, как хлопец. Самый легче Лихо. для серфингистов в Австралии. Да. Это самое... А в Европе, в Португалии, в Биарице, во Франции. Осечкин где живет? Во Франции. Биарриц. Это где Франция? Осечкин? Да, где И Франция. он сказал, там добрые для... Франция подходит на Испанию. Вот там... Во. И он сказал, там вельми добрые. Он говорит, я побитый вечно хожу. Вот там О, глядите, как парень. Искальский залив, Баскский залив. Ага. Итак, яны толькі по одному, по двое нельга. Они чекают, коли только сыдзе. Потому что они уже с борта до борта. Да. Новички только помочь с собой. Да. И глядите, что на воде уже инструктора нема. Это третий уровень, она сказала. Они сами катаются уже. Инструкторы, конечно, есть, они на березе и на всякий выпадок. Тут главное не травмироваться, этой дошкой по башке и комусь не дать, и себе по твару, по голове. Дошка мягкая. Дошка мягкая? Она мает такие под краях. Да. А коли плашмя по башке? Ну, плашмя. Плашмя это же не доспеч. Ось, бачите, как долго девчинка. И никто не может кататься тады. А если так навучиться, все, снесло ее. А ось тут такие ветливые люди тут працуют. Нам все так потлумачили, обслужили. Тут такой экранчик висит. Там еще есть другий поверх, папа. Смотри, что там на другим поверхе? Ну, какой-то там ресторан. Угу. Ось такі от дівчинки тут працюють. Ось. Прибирають, такі френдлі. Так утульно тут, приходьте. Давайте ще поглядим, як яны. Это твоя, не? Нет. Это тоже ничего. Купальнички. Ну, конечно, зимой у лютым побачить волны, море, дівчинок купальники. А вон сразу упал бедный хлопец. Я только залез и одразу упал. А тут вот, а для меня ходят хлопцы. Гляди какой, гляди какой. Тарзан, гляди какой. Ой, дорогой. У труселях. Да, вот глядите, мышцы какие, вот такие. Глядите, ай, какой. Ален Делон, ну просто Ален Делон. Вот, ну, о, спортивненький. Вот еще один прибежал. Так что, папуся, у тебя так само тут есть конкуренты. Не надо. А, это новая группа иди. Подходит новая группа. Мы уже просидели, может, их не час уже. Нет, они у них что с той самой группы. Ось дівчинка зараз буде, глядите. Ну, сможет от бортика до бортика? От бортика до бортика. Пошла. Нет, это стоит больше. Это больше учится вот, хотя бы на волне протриматься. Просто протриматься на хвале. Как бы, ну все, уже
унесло. А зверни увагу. Инструкция полез. Папуся, зверни. Смотри, опа. А во, вот он сейчас будет глядеть. Опа. 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 Это мой Элен Делон или нет? Да. Да ну нафиг. Точно. Вау. Все, унесло его ветром. То есть несло в пучину. Унесенный в пучину. А вот толстый. Толстенький тоже не тренда. А у меня взрок такие, что а у меня все стройные, худые. Меня утоньшает. Мой взрок утоньшает, как бы искажает. Я не бачу. У меня твары у людей вытянутые, все такие А он какие-то. это, которая не может на доске. Она с того боку, так как бы... Тихо, 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 тихо. Ей главное устоять. Ну, от бортика до бортика. Ура, молодча. И все. А ты зауважил, что каля бортов у них пена, ну, слева и справа, то бок там сильнее бьет вода и чуть что выбивает дошку. Скажи, чтобы человек падал у воду, каба бортик не шмякнулся. А это твоя? Так, да. А? Да. Оба. Все, твоя не витримала. Не выдержала. Она не витримала твоего погляду. Славы не выдержала. Она засоромилася, что такое Ленделон за ее назирая. Такой этот, Жан Бельмондо. Это вот что, вот он классно приседает. А вот Брэд Питт катается. Ой, он даже там не одразу упал. Мне здається, что которых добро, они просто лишь бы покататься, вот становятся у чаргу. И им лишь бы уже, ну как бы хотя бы вот эту хвилину, сколько у них там хвилина выделяется, да? Вот если хорошо катаешься, ты же не можешь так долго, чтобы другие пока... Там у них, я думаю, лимитированный час. Может, хвилинка, полторы покататься, коли не шмякнешься, тогда мучишь это сам сходить. Я так лечу. По справедливости. Потому что только по одному человеку Потому они... что главное отчуть ногами, как от твоих рухов, ног залежит... О, шмякнулась. Все. Твои руки на доске. Ага. Тогда они начинают соображать. Ой, для мяне это в огуле вообще все не зразумело. И я бы ни за какие ковришки, какие там за 60 евро. Я нават... От бортика до бортика бы не приплывал. Я б нават за бесплатно это самое... Мне бы еще платили 1000 евро и сказали, иди, давай. И я бы сказала, не. Потому что это просто немагчыма. Нават калі была молодая, до речі. Нормально уже. Малайчина, да, малайчина. Нават калі была молодая, мне пофигу вот это вообще. Огуле. Поплавать, покупаться в море, да. Вот такие там волночки, что были, там в них поболтыкаться. Это бы мне подобалось, но не у таких моцных, як тут. У потоки таким. А ось каб на дошках, на гэтых, как эти дзяўчыны, малайчыны. У дзяўчынка, глядзіце, малайчына стала, и вось яна трымаецца. Давай к бортику. От бортика до бортика. Ага, разгорнуться это не может, да? Все, шмяк. Не получается так. Ага. От того, что она повернула голову, она же не развернется. Вот смотри, как парень. Это как на этом. Это Брэд Питт мой? Это, или как я его назвала там? Ален Делон, Брэд Питт и этот, третий, как там, который играл в этом «Титанике». Як его? Кто играл в «Титанике»? Во, Леонардик. Ой, этот такой... Так у них чарга идет. О, так он даже прямо и выплескивает воду прямо с этого змора. Во, вот это да. Ой, гляньте, какого я вам засняла. Катер. Ай, малайчина.
Ну, сколько ему можно? У его, до речі, белая веревка. У всех черная, у его белая. Белое что? Веревка на ноге. Это что значит? Он инструктор? А вот здесь Инструктор? Они сами там смеются, мне кажется, да? Кричат. Я такой перший раз, он упал, да, и Ну, протримався. они ж, в принципе, нормально. если А дивіться, вот так- становится у Вони ж него... так і роблять. Вони ж кладуться на дошку, потім пливуть к волні, Да. самі піднімаються, Ага. потім тут точно так обратно. Ага. Так, теорию вы сдали. Пошла моя. Теория на испыт... Ой. всё. Молодой человек, ви теорію здали, як треба. Вам засталася таки практика. 60 євро, конечно. 60 євро, извините меня. Пробачьте. Гроші потратили Это вам на не каток страховку. за 8,50, блин. На страховку. 45 хвилин. Медицинскую страховку купити. Це 8,50 за 45 хвилин катка, альбо 1,5 години за 60 євро, 45 на березі і 45 ось там каля бортика постоять. О, а это кто, девчонка? А, она от бортика до бортика. Все, уже шмякнулась. Вона встає. Ну, тяжело, тяжко стоять. Ну, зараз хто там, хлопець? Хлопець, да. Ну, третій уровень лепше назирать. Хлопець вельми хутко споїться. А все ж таки, коли вони хоч чуть-чуть уміють, вже більш цікаво, скажи, назирати. А от ті, які, коли ми почали глядіти, на там, Они уже зауважені, на першій стадії, вони всі однакові прикладно. Но вот на этой третьей уже зауважені, між ними розний, как бы, уже уровень мастерства. да, да, Одни да. туди-сюди, а другие еще фактично застались на першій. Ну, ось. Но она так и сказала, девчина, я говорю, а за сколько прикладно вот научивается? Индивидуально. А она каже, ну каждый индивидуально, кто как у кого скиллз. Ну, як и вообще, господи, у кого есть это больше чувство баланса, равновесия, кто ну как это сказать, ой, кто зрозумеет, як это, ну вот эти До речі, почуття. весьма залежить від Балансу. від їжі. То Да. много чипсов, Кто, тот лепш станет. вкусно, да. Кто будет таки поправиться, чипсов наесться, пирожных шоколадных, тот того дошка просто не вытримає вообще. Это потонет, Наоборот, будет как поплавок. потонет разом з дошкою. Ну вот зараз хто? Дівчина? Оцінка Опять? маленька. Она ось так, Добре доїжджає. ей бы дотянуть до того этого берега. І тяжко розвернутися. А, это который голову поворачивает вместо разворота. Так і нікого не зворачується. Ага. Так ей хотя бы до того этого. А вот Брэд Питт мой, Ален Делон, Леонардо Ди Каприо, Жан Бельмондо, Жан Море и этот, и Жюф. Как его фамилия была? Комиссара этого. Комиссара Жюфа? Жюфа, как его? Я не помню. А ведь как-то была фамилия. Всех французов любимых перелечила Луї всяких. де Фінес. А, Луї де Фінес. Вот правильно, малайчина. А як я нам подобався, скажи? Ну, толстенький тоже нормально. А чому ти його називаєш толстеньким? Я не О, бачу. такой жирный телёк. О, да, он такие него полненькие. на Так, животик- слушай, и полненькие могут. Животик такой у него, да. Да, и полненькие могут. Оказывается, а ось ці каля того боку. Некоторые там и чекають свої черги и становятся з того боку. Так, для моих некоторых глядачів и слухачів я еще раз подкресливаю, что мой муж Олег и я, мы с Беларуси, из Менску, и мы размовляем по-белоруску, комментуем наши видео. Украинскую мовою мы не размовляем, а российские слова
Так, я згодна. У мяне праскокваеце не толькі ў мяне, дарэчы. Я нават заважыла у Зенона Пазняка расійскія словы, калі ён даваў вялікае інтэрв'ю. Ён таксама кажа то расійскае слово, то беларускае. А можа, замест яго ёсць беларускае, напрыклад, а ў іншым месцы расійскае. Ну і што? Што ў гэтым такога? І калі мне кажуць, што вы задумваецеся там, і вы размаўлялі па-расейску раней, значит, я яшчэ раз тлумачу, што калі я задумваюсь, хочу выразить некие думки, я задумываюсь не тому, что я не ведаю, как это по-белорусски сказать, я задумываюсь над политичным аспектом того, что я хочу сказать, что мы находимся в такой ситуации, специально для некоторых глядачов тлумачу, что я думаю, як лепш эзопавым мовай сказаць тое, што я хочу выразіць наконт палітычнай сітуацыі у той краіне, з якой мы происходим. А яшчэ меня папракаюць і пишуць, што вы да пачатку вайны прекрасно размаўлялі на расійскай мове, а зараз, мол, што і сорамна, і стыдна. Такой тлумачу. Гэта, па-першае, неправда, што я да пачатку вайны. Вайна, калі вы маеце на ўвазе вайну ва ўкраіне, пачалася 24 лютага, от, дарэчы, хутка будзе, неўзабаве будзе 3 гады, 22 году. Я пачала размаўляць на беларускай мове і прыняла такое рашэнне чыста сама, не будучы беларускай, і ніколі сапраўды да гэтага не размаўляўшы так, шмат і актыўна. Я пачала ў чэрвені 2021 года в июне. Хто не разумее, што такое чэрвень. А чаму? Я яшчэ знаходзілася ў краіне, Беларусь. І менавіта ў чэрвені пачалося знішчэнне ўсяго беларускага ў нашай краіне. Пачалося знішчэнне грамадства, усіх грамадзянскіх арганізацый, незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Пачалі зачыняцца, закрывацца, і нават там грамадства птушак, аховы жывёлаў і гэтак далей. Але калі дабраліся да таварыства беларускай мовы, і таксама яно было зачынена, разогнана і гэтак далей, маё сэрца не вытрымала. І калі я з'яўляюся настаўніцай ангельскай мовы і ўсё жыццё прапрацавала і выкладала ангельскую мову, я паважаю усі мовы, якія існуюць, у тым ліку і расійскую, таму што я напалову руская, а напалову украінка. Дык вось, я ўсе мовы паважаю, і, конечно, я паважаю беларускую мову, і паколькі я жыву і жыла у краіне Беларусь, і калі ўсё пачало знішчацца, ўсё беларускае, все арганізацыі, таварыства беларускай мовы, я вырашыла, прыняла такое асабістае рашэнне, што я цяпер заўсёды буду старацца размаўляць па-беларуску. Так, я раблю памылкі, я это казала ўжо шмат разоў. У мяне лезуць расійскія словы. Ну што ж, не магу. А вось, вось это інструктор, да, вось. Вось ён дапамагае. Ад борта да борта на ўсю галаву паварачвае, а сама не можа разгарнуцца. Ой, молодцы, как будто танец танцуют, так, мне так падабаецца. Вось, і я вырашыла выратоўваць беларускую мову, таму што мова жывая, калі ёю карыстаюцца, калі на ёй размаўляюць, пішуць і абменьваюцца інфармацыяй. Я пачала пісаць каментары дзецям, унукам, сяброўкам. Спачатку усе напружваліся і не разумелі, што это адбылося з Марыяннай. Чаму яна пачала па-беларуску? Асабліва сыны, напрыклад. Как ненатуральна маці стала, а я просто прынцыпова. І ў крамах, і ў дзяржаўных установах, і паўсюль. І мне спачатку было как бы
ну, не то, что соромно, а незручно. Ну, как бы язык не поворачивающий. Я, ну, как бы, тільки велике дякую до побачення, коли ласка, от 3 слова. А потім я почала просто пересилила себе і стала у всіх кравах задавати питання, ну, просто розмовляти, що мене цікавило, я по-білоруську. І гляжу, нормальна реакція. Меня нормально обслуговують. Некоторые вообще починали усміхатися. Ой, як приємно чути білоруську мову. Білоруська мова в Україні Білорусь гучить як заміжна мова. Тоді гучала у червні, 21 червня, у липені, і я почала. І поступово мені становилось все легче і зручно на нею розмовляти. Зараз я навіть коли розмовляю зі своїм щабром зі Швейцарії, я вимушена з ним по-російську, мене тягне казати йому щось по-білоруську. Мені вже легче по-білоруську щось виразити і сказати. Уявляєте собі? Ось. Ну і тому я вельми задоволена собою. У мене є прогрес з пункту гледжання білоруської мови. І мені вельми подобається, що за межою наша білоруська діаспора, куди не прийдеш, паўсюль все розмовляють по-білоруську. І я просто купаюсь. Ось як ці люди купаються сьогодні на серфінгі, на цих дошках, в цих волнах. Я за межою купаюся у білоруській мові, дякуючи всім білорусам, які живуть за межою. Велике дякую усім вам. І ми, мабуть, будемо вже скончувати наш теплий і влажний репортаж з гэтай... Пойдем на прием фирмы, у которой Да, воду водички попросим. Мы будем, значит, казати великий дякую усім, хто тут плавал, займался. Вот, City Wave Vilnius. Ось як это называется. City Wave Vilnius. Велике дякую. Поспіхів їм у їх нелегкой справе. Такие вот фонарики цветные, тут такие вот тульные. Ось, там такий барчик, все так чудовно, а ми ось тут сидели. Бачите? Так що успіхів вам і до побачення. Зараз ми з ними розвітаємося, скажем велике дякую. Большое вам спасибо. Ачу лабей. Нам вельми сподобалося. У вас так утульно. Я там дала дівчині свій канал на YouTube, де я потім зроблю. І можете так само поглядеть будете. Да, так що так чудовно это поснімала. Во, класно. Велике дякую. Thank you so much. Зараз ми заглянемо ще. Вау, глядите, что тут уже отбывается. 100 лет компании, якая производит некую воду. Мы их так само віншуем с ихним банкетом. Ну что, сябры? Вот наши доски. Мы их поставили, накатались на них с папузиком. Так или нет? Мы такие уже стали виндсерфисты. Ось, сподіваємося, що вам сподобалося поглядіти, які сьогодні ми два Vilnius Wave. достопримечательности вам показали. Это будет в 2 частках. Это другая, значит, часточка. Первая это про костел и шлях до его, а другое это вот центр City Wave Vilnius, центр серфінга. Подрихтовки серфінгістів. Да. І нам вельми сподобалося так само. Сподіваємося, що і вам. Велике дякую за
той, што провели гэты час з намі. І з вами была спадарыня Марыянна і спадар Олег. До наступных сустрэч. Пакуль! Ha ha ha.